церкве званы зазванілі. Значит, званы, як зазванілі, гэтыя немцы ўсе рассыпаліся па хатах, па сёлах. І кожны уставай, цурык да церквы, да касцёла они называли. Вот. Значит, нас узялі гэты, правда, мы лошадь запрэгли, дзяцей пасадзіў, двое дзяцей было, на воз. И приехали до этой церкви. А мне, знаете, что-то просто чувство такое на смерть. Вот. Что мне то думается, что в церкви он не будет нас бить. Это ж церковь, немцы что же верят у Бога. Вот. Ну ладно, согнали нас, всех людей, эту лошадь забрали из повозкой, там где-то они поехали, чи что. Вот, заходим мы эту церковь. Ну что ж, я ты, сыночка, взял на руки, трымаю. Немец пройшоў по церкве, поглядел. Киндер кажа, отдай матце, ребенка отдай матце. Я отдал матце, это ребенка малого, ему 3 годики было. Вот. Ну и потом меня немец за каўнер из церкви. Я вообще ростом невеликий, я за этой женщины ховаюсь, и так мне не хочется с церкви выходить. Мне думается, что это в церкви, и он не будет чапать. Вот. Я ховаюсь за женщин, и это капостаться в церкви. Але там уже было просто видно, понимаете, там соломы было накладено. Это уже как подпалить было добро. И они это ночевали в церкви, там это и оружие все было в церкви. Уже як у церкву вошли, так там уже люди познали, что тут будут убивать. Значит, погибать усим тоже все равно и ребенок погинешь, и ты погинешь. Кидай ребенка, иди. Мои тоже жене говорили так. Ну, не каждый может кинуть, знаете, ребенка. Як кинуть. Вот. Кажу, и он погиб, не я буду погибать. Ну, что я поцеловался и пошел. А ребенка поцеловал я ей. Уходим уже на гору, поглядим, ой, Господи, а там такий крик, як уже сарай палає. Так кричат люди в один голос из этого. Изливается, что буран. Ой, просто мы поглядели, одна девочка через зашалявание этого выскочила, там же 1 на 1 лезли. И бедно выбегла, ще хотела открыть сарай. Они замкнули. И они ее штыхом туди в огонь. Мы поглядели, бегом назад. Прибегли, она в свою хату побегла, а я в свою хату побегла. Прибегаем, говорим, ну, кто як може спасать. Людей всіх уничтожають у сараї. Я з гарачки прибегла, потягла подушки сюди, этих больних, постягала сюди у ворох в один, головами так усі на одну подушку. У нас было 9 человек у хаті. Ну и все, дожидаем. А я уже не ложится, я тоже больная была, 2 месяца было до родов мне. Не ложится мне, вышла я уже, товар идет, вся скотина это селом. И бачу, подпаливается, бутылку черную такую открывая, вот так, как линена, это все, без ничего. И загарывается, горить. Доходят до нас. Открыли двери, зашли. Тих, тут же закрыли двери. У сенцах, у нас это так, сенцы были холодные. Там облили уже, горить уже, это они сейчас подлетели, тут окно напротив этого, бразят им автоматом, выбили это окно. Первая граната на моего соседа, он у нас зимовал. И так лежали мы, вы знаете, дорогие, что лежали на одной подушке. Я фуганула его, голова стала на подушках, а те-то ноги. А другая граната у моего мужика, вот сюда под коленки упала. Ну, его все разорвало, меня ранило, вырвало граната. Я даже не чула, мне ни боли, ничего.
И так уже я бегала по хате, невозможно. Думаю, Господи, сколько ж у огни ж будешь долго гореть. Я за этого мужика вот так это подтягла сначала стол к окну, куда они выбили окно. Подтягла стол, вацила я его, все уже побгарвало на мне. Я ж час его с гарачки, все это уже потом тяжко мне было тягти его. А так сперва на стол положила, сама провалилась через окно на двор, а потом и его вытягла на двор. Витягла я його на двор і потирала при тому столі. Окружили деревню, обстреляли до того, что пули летают по хате. Я кажу, ночами укладись на полу. Лежим на полу, окна не стало ни одного, все окна повылетали. Натягнули минометы, пулеметы, окружили деревню. Только с хаты стал выходить, коня запрягать. А это мне прикладом у плечи, я повалился. И один с другого боку, с другой подняли меня. И гонить меня в сарае, семья моя в сарае стоит. Я говорю, почему вы не оделись? Да сорвали, говорит, дочка, говорит, меня и доху с плеч сорвали, нас раздели. Нагонить и закрыли, до того нагнали, что и руки вверх не поднимешь. Тогда сверху запалили, сарай, крыша соломенная, а сверху запалили. Горит крыша, это огонь сыпется на голову, загорелась тут и щена, и солома это загорелась, и душатся люди. Я на сына говорю, а являли самые стенки, упирающие в стенку ногами и руками упираю, вот вижу, что двери открылись. Открылись, двери не вылазят люди, что такое? Но передаю, что стреляют в дверях. А все як закричали, так и стрелу не чуть, стуку это не чувать. Что же столько-то душу вогнать? И дети все стали чискать, там голос такой был, что жутко. Огонь на голову, горать все те люди. Я на сына говорю, сыну уже лет 15, през головы как-нибудь вылазься. Стал его подсаживать през головы. Так он и выскочил, как только голова ему немножко волосы обгорели. Так она бег метров 5, так они его и положили тут. Я думаю, как же мне тут спастись? Я под низ стал, думаю, вниз ног буду вылазить под низ, согнулся. Только под низ так согнулся, а это и битые на меня, и навалились, и битые на меня. Так прижали меня, что мне уже и дыхать трудно. Только до порога выползают. Чую, драгануло в плечо, я рукой чуть давно пуля в плечо прийшла. Сбоку кровь свища мне на голову. Я рукой так затыкать, как кровь на меня на голову не свистала. Он видел, что еще живы. Тогда подошел до прикладом, как дал мне по зубах, так мои зубы утекли все. Оказывается, сын, тата, живы. Ходи, вставай, поехали, кажу уже. Стал я вычавать, аж ну его и кишки уже вылезли, потянул, более трубух выкатился. Все только еще спросил, мама тяжела, я не тяжела. Ходи, вытяни меня из этой ямы, вытяни из этой ямы меня. Уже когда Юзик умирает, а я все чую, думаю, а все выживу. А я витягла його, бідна, уже на вулицю. І стільки плачу. Ідуть мужики які-то, а я ж гранатами була обсмаляна, чорна, ніхто мене не узнав. Бачу, свої мужчини, воєнські наші вже, йдуть через курм. Я стала гукати, а мужчинки, дорогі, окажите мені помощь. Я осталась одна. Усі люди побігли в ліс. И они, правда, побегли по дворах, нашли санки, положили, помастили постель, той матрас положили на санки. И дотягли мне, каже, у хлеба в полянах, там у леса деревня, там будешь уже спокойно, туда немцы не доедут. Поехала я у хлеба у поляну, не доехала до деревни, появился стрел тут. Вывели людей на улицу, там 40 дворов было, поставили в 2 ленты. Так вот, в 2 ленты поставили, а потом идут двух. Глядят, через 2, через 3 человека, одного в одну сторону, другого в другую колонну, в одну и другую. И зробили 2 ленты. С этих 2 и посортировали знову 2. Одна, вот она теперь жива у Кашевича, Коржичика, она была с 2 детьми, она партизанская жена. Хлопчик попал в одну сторону, а девочка из ей. И этих людей завели в хату, запалили из другой колонны. А этих 40 человек это стоят на селе. Это бедные уже галосят, мати же
сыночка то это, отправили у хате горыть, а она с девочкой стоит у колоне. Я приезжаю санками это туда, зайшла, думала, меня тетя узрадуется, а моя тетя як зернула, что я это, с раненым, да сама такая обгарана, да. Уезжай, быстренько уезжай, ты приехала меня уничтожить, ты это партизана раненого ховаешь. Кажу, теточка, миленька, сгорели же, уся хвойня, усіх людей живых попалили. И она никакую, говорила, вывез я ее на деревню, едь на рабход. В нашей деревне Борки немцами уничтожило около 2000 мирных жителей. Это было в 1942 году, 15 июня. Рано утром мать нас разбудила. «Уставайте, нас окружают немцы». Я засмеялась и сказала, чего они нас будут окружать, у нас не было партизан. Потом я встала и вижу, что нас немцев полна улица. Немцы разбежались по домах, стали выгонять жителей с домов. Зашло 2 немца к нам в дом, один стреляет с автомата, убивает мою старшую сестру, ее труп падает ее дочка. Потом 3 пулями ранили меня в руки. Сейчас же вскакивают вслед немцы, 6 человек, один немец несет сено, ложит на трупы и запаливает сено. И кровью я вся облита, потому что девочка, когда для меня сидела, та маленькая, 4 годики, даже ей как дали в грудь, а разрывные пули были. И грудь эту разнесло ее. Так оно вся эта кровь на меня лилась. И я вся в крови. Я хочу объяснить им, что когда добили меня, и не могла открыть глаз, и не могла им объяснить. Пришли немцы к нам, забрали мою семью, 3 сына и жену, и меня, и погнали в деревню Борки. Пригнали в деревню, там стояла жена лесничего с ребенком, один немец подошел и выхватил этого ребенка и ударил об столб. Мозг развалился, потом лесничий разъярел, ухватил билы и уколол его в живот. И потом побежал лесничий, тут же стала стрельба, ранили меня в грудь и в ногу. Мне удалось пробраться в лес.
А партизанская морда. Говори, где муж? Я говорю, взят по первой мобилизации. А ты где была сегодня? Я говорю, нигде. Печку запалила, я говорю, только я детям есть хотела варить. Говори, сейчас партизанская морда где-то была. Я говорю, нигде не была. Только корову в поле выправила и начинала печку топить. Нигде не была. Садись сюда. Садили сюда к столу, на скамеечка такая была. Коли мне у партизанов мужик, ешь песок. Я что ж, как такая банка высокая, принесли песку с дороги, там еще и мусор, и кала еще засохший. Принесли это уже в земли. Ешь, я ела, чтобы было то, чем приглотнуть. Ничего, никак не съем этот песок. Не лезет. Застроить в горле. Так поела, а стол треснулся. Устал уж трещин такой тут набрался. Они как начали лупить, волосы драть с лавы. Ты, собачья партизанская морда, чего не вылизываешь? Вылизывай этот песок. Только стала лизать. Высолапывай язык сюда. Я стою так, уже не знаю, что делать. А они сразу высолапывай язык на стол. Я высолопнула, она цап за язык оттянула. Начала этой шаршаткой колоть. Колола меня стало еще на свете. И руки так выпрямились, и ничего не помню. Ложись. Я что, он как даст мне под ноги. И тогда как начал молотить ногам, и сюда и зубы выбил, и сразу все. Начал лупить в морду все, и как вначале один стал на плечи, другой на ноги. Начали волосы драть, накрутить, волосы были длинные. Как начнут дергать, так весь свет красной кровью обливший. Не вижу ничего, а детки лежать, да глядять в коридоре. Молчать ничего. Тогда так и в одного дворям не желтых, и на ремнях гайки, по 3 гайки, а другой такая черная, так, как дудка, такая резина. На руку накрутила, и как начали сечь. Только чах-чах, 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 всякую, один на ногах стоит, другой на голове.
подошел фронт, уже все выбрались, никто в деревне не живет. И мы почти 2 года в лесе жили, с 42-го года по 44-й год. И однажды, что на острове, только мы что-то повставали, выбегли на остров немцы. И стой, простите, что скажу так, и по матушке сказали, русско, блядь, куда нам утекать уже? И за воротник, и уже стали в очередь ставить. Поставили в очередь, нас 20 человек зловили. Кто мог, побегли, а кто уже нас близко обнаружили на острове. Ну, поставили в очередь, стали расстреливать. Расстреляли тогда 12 человек. Вот до меня, а у меня сестрин хлопчик был 5 годів, и мой 1,5 года хлопчик. И я так уже, у меня горит сердце, думаю, Господи, ці мне ж раньше самой идти, ці этого. И вы знаете, что судьба? Поставили на очереди мужик и жонка, и у них 2 детей было. Так жонка стояла на конце очереди, а мужик первый. Як застрелили ей мужика, вот заводят к нам наперед, у потилечку, як стрелить, он бедный, як снопик упаде, не кричить. А хлопчик, іде вже, так він, ой, мамочку, боюся. А ще вистрелив в його, ще крикнув, ой, не боюся, і упав. І теж не крикнув, не дригнув, ніщо. Так тоді вже його жонка говорить, паночки, подождите, хай сімейка за сімейкою. Прийшла сама последня з очередь, прийшла, стала тут. Да на девочку свою, Волька, иди ты. Застрелили эту Вольку, и на паночки я сама взялась так вот за голову, да под его упала сама, подточилась. Он подойдя паразит, так дасть нагана. Так мой племянничек, я ты, сестрин хлопчик, мы еще мало чего разговаривал, сынок. А племянничек перехрестился, такая, Господи, прости мои грехи. Так мне так затягнуло, я думаю, Боже, дитя белое, мило, кажу, детки, не бойтесь, уже чего не всім уже, кажу, и маму вашу застрелили, не бойтесь. Кажу, все, это наш уже конец. Я гляджу, ще одно дитятко лежить. А я подошла, и оно плаче. Я и то взяла на руки, дитятко. Уже у меня 2 дитят, и одного возраста были, по 1,5 года. Так я уже этой племянничек, и у меня 2 этих малых. Ну, уже вот в очередь до меня. Так вот горит сердце у всех, Господи, мил, думаю, ті самою перуть, ті детки эти. И вот через 2 человека приходит один в очках, говорит, прекратите расстреливать. Ну, прекратили. И вот же тут рядом такая болотина, они нас туда, ломите лед руками. Просто по-русски разговариваете. Мы ломим, я посадила этих деток, на льду подсуну лед, ломлю руками. И бредуть все ломим лед, а они за нами едут. Побразали руки мы, кровь тече, они едут за нами верхами конями, мы ломим лед. Коней лед не держав, а глубоко было, так кони попробовали, не пошли. Вот мы выбрали туда на берег, одна бабушка, она с нашего села, этого самого бригадира бабушка. Она бедная замерзла, заклякла, не было ей ни переодеться, а у нас все отняли и попалили там. Что на нас, это клумачки, какие были, все отняли. Курани запалили и все это попалили. Она бедненько вот так вот упала на коленах, ей подошел прикладал. Она и заткнулась, он с разрывной пулей бухнул и пошел. Уже бачим, хлопчик иде году 12, и без штоников, одна сива свиточка такая вот, а уже штоники загубил в воде. Тоже пристав уже, не может идти, хочет зменивать ножками, и не может. И он его с разрывной пульки. Так это, у моталой кишечки, что уже кричит, что бедная кричит? Мамочка, мамочка! Нам не дают озираться, не дают. Мы хотели разок 2 озирнуться, только не можно, как оно кричит, то дитятку. Тогда мы уже, идя, подбег один фриц за моя дитя, с рук кидая, в сторону кидая, и лезет уже насиловать ко мне. Так я это дитя снова ухвачу этого в руки, и он снова выхватить. Это племянничек 5 годів путается за мной уже это. И сзаду немец, на него что-то нагеркал. Пошел я наперед. Только вывели с этого сарая, а больше мальчик мне пожал руку, а меньше все кричал, на руках несла. Дяденьки миленькие, не стреляйте. Дяденьки миленькие, не стреляйте. А я только-то слышала слова, больше ничего, шла не по земле, а как по пяску, по каким по горячим. Помню, как больше у мальчика огонь близнул, и этого, а сама ничего не помню. И слышу уже, долго я лежала, темало, не знаю. Слышу, дух, пришли к яме. Надо, говорит, тут одна бабка шла, нога, говорит, сильно хорошие боты у ей хромовые.
надо их снять. Не знаю, который говорил и кто. И приху яму. А еще подо мной некто все храпело. Не знаю, эти мои ребята, эти пастушок. Ну вот ускочил, так сразу понижили все люди, как он улез. И начал тягать, только хрящил. Там, где были ж ребятки по 6 месяцев. Быховцев, Щадрова, и это Клоков был. И вот начнете тягать, тягал, ничего. А эту Щадриху, то первую забили, а у ей были сапоги. Она под низом. Черт их, говорит, бери. Не будем, говорить, доставать. Надо будут нам сапоги, кого стренем, так и сдерем. Сапоги, зарывайте. И начали зарывать. Только шух-шух. Песок этот. Посыпали и дух, и пошли. А как я лежала, не помню. Стала вот так ногам шевелить трошку. Я что, поляжу, я что ногам ноги вон. Тогда вот так у вопросе троху проеду, опять ляжу, я ще опрощу проеду. И вылезла, все небо красное. Думал, поползу в реку, так и Немцы приехали, нашу деревню отцепили, согнали на середину деревни весь народ. Начали отнимать часы, кольца, серьги, документы. Когда отняли это, значит, загнали всех в сарай и заперли. Женщин и мужчин начали копать ямы для расстрела, подготовили. И начали расстреливать. Сделали с немцев такой коридор проводить, которые не могут идти. Так они кололи, пороли штыками их. И доводили до ямы и расстреливать. Несколько людей осталось в сарае. Тогда я с отцом начал прятаться. Спрятался, и когда уже всех расстрелял, пришли искать людей. В то время он залез на стену и начал пороть штыком. И прямо мне в шею. И думал, все, заколят. Но оказалось так, что не нашел он меня, начал зажигать сарай. Зажег сарай, и когда уже дым из глаза стал есть, начал я вылазить с отцом. Вылез, спрятались у яму на улице. И когда начали смотреть на эти могилы, земля поднималась не меньше полметра, и кровь выходила.
Я решил, что не буду стрелять по людях. Просто скину винтовку и все. А по крайнем разе выстрелю вось поверх голов. Ну, а коли раздалась команда, прицелился и стрелял по людях. Стрелял до конца акции. Радько, скажите, а вы могли уклониться от расстрела? Не. Не виноват я. Не стрелял бы я у людей. Это война во всем виновата. Устать, суд иди. Население выгонялось из своих хат. Und die Zivilbevölkerung ist aus den Häusern rausgetrieben worden. При этом я также принимал участие, Daran habe ich auch teilgenommen. так как я владею русским языком, Weil ich der Russischsprache и указывал населению выйти на улицу. Und habe den Ortsbewohnern befohlen, rauszugehen. При этом я свой револьвер вынял из чахола. Meine Pistole dabei habe ich auch rausgezogen. Эта деревня, как я заметил, выходя через некоторое время из опять одной хаты, была сожжена со всеми людьми, которые находились в мельнице. Und dann ist das Dorf angezündet worden und vollkommen... Die Mühle. Die Mühle, aha, die Mühle. Angezündet worden und vollkommen mit gesamten Leuten, die da drin waren, abgebrannt. Также некоторые, пытавшиеся бежать, были на месте расстреляны. Auch die Fluchtversuch ausüben wollten, auf Ort und Stelle erschossen worden sind. И в конце концов я также видел, что в уже горящую мельницу вталкивались или вбрасывались дети и старики. Вы из чего стреляли? Я выстрелил с пистолета. Из пистолета стреляли. Вот расскажите об общей картине этого расстрела. Это была ужасная картина, которая страдания детей, женщин и мужчин. Это была невыносимая вещь. Что слышно там было над ямой? Над ямой крики, стоны, больше ничего не было. И стрельба, больше ничего не было. И те люди, которые все там присутствуют из охраны, они все участвовали в этом? Все участвовали. Сколько человек вы лично расстреляли? Я лично расстрелял не одного. Только когда было приказание, я выстрелил в это, когда были сопкненные, сразу с пулемета ручного по этим перекосили, а потом уже смотрели, кто там ворушится, добивали. Прямо вложил вот в грудь сюда, вот, ствол и стрелил. Я покатился. И он второй раз хотел в голову, но не попал. Лежать, а в ухо где-то. Ну, что вы взяли там в это время в Молчади, когда... Я в Молчади тогда взял в руки и одно черное платье. Но платье я бросил. Почему бросили? Ну, потому что не нужно оно мне. А зачем брали? Думал. И что, все так занимались, полицейские? И Гудько тоже брал? Конечно, что брал. В расстрелах заключенных принимали участие? Знаете, как будто бы, знаете, эти люди должны были ехать за глиной для кирпича. Вот людей загрузили, взяли эту охрану, в том числе и я, знаете, и уехали. Да уехали. Оказывается, что никакая была глина, а их увезли прямо на расстрел. Из какого оружия стреляли? С пистолетов. Собака мою руку копила, эту руку, а кальку за эту руку держит, за дверима. Вот. Так собака, мне осталась левая рука целая, которую собака держала, натуральную, у зубах, а который собака живой любовь, вот что он сделал. Смотрите, вообще, о, не видел. Он, видишь, я его вижу, он мне скрутил до плеча, вся на мне полетела. Вечером перед ужином взяли на пытку и привели нам уже через часа 3 ее. То ее не привели так, чтобы она шла своими ногами, а двое тянули под руки
и ноги ее тянулись по земле. У нее все 10 пальцев были переломаны на руках, то и лицо им было не похоже, что оно человеческое. Потом пришли, к яме привели. Женщина одна, помню, как сейчас ее. Конопатенькая такая блондинка и с завивкой. Беременная, может, ей 5 дней, или 2, или 3 до родов. В общем, последнее время. Они начали смеяться с нее, что безобразница, барабан. И вот один взял штыком и распорол ей живот, и вывалил с нее все. Другая женщина принесла ребенка, которого рожала в лагере, которой было очень трудно и тяжело. Она под пытками их рожала. Он хватил его страпком и головой об березу ударил, мозги вылезли, обратно ребенка бросили в яму. Вот так они делают. Гневно, товарищи, смотрите на этих людей. Ну, пережила, осталась уже одна. Пришла, это уже выкопали земляночку, жила сначала в земляночку, стали приходить уже эти, ну, нашей деревни мужики, которые были на фронте. Ну и сбираются, все уже позбирались. Думаю, ну надо ж где уже определиться, одна ж. А они все такие ко мне это. Ох, она ж такая хорошая, сердечная, мужика тягла на плечах, она же это хорошая. И все стали свататься ко мне. Ну я стала выбирать, и то договору, хлопцы, остався у меня в покое. Не найду я уже себе по любви такого, как я любила. Что я 3 года и дружила, а жила только 1,5 года. Не натешились друг другом, просто не могла я, это, ненавидела мужчин этих, думала, никогда я уже у них это, в жизни не. А потом это, ну, подумала, не маж я к одной, все равно же надо определиться, одна в землянке, что я, это на животное.
Ну и пришел ко мне вот это, что я с ним живу. Подумала, любить я тебя не буду, потому что я не забываю того. И он у меня у души, сколько я жить ему будет. Ну, хороших родителей такие, родители хорошие были. Думаю, а давай буду это. И он сирота, я сирота, будем привыкать друг к другу. Поженились, а мы что ж, у нас не получается жизнь. Живем. Детей нема уже. Живем год нема, другие нема, третий нема. Мы не можем этого уже дальше жить. И я детей сильно хочу, и он хочет. Что же нам робить? А потом уже у нас появилось дитя. Мы хотели развитись. Нема детей, ну нема интересу, что они привыкли друг к другу. Я уже не знаю, с чего уже начинать. Потом появилось у нас дитя. Мы такие рады, такие, даже не верилось. Родилось одно, потом другое, потом третье, и мы 6 детей родили.